Подвести итоги программы социально-экономического развития на 2022-2025 годы и обсудить проработку новой на 2026-2030. Абхазская и российская стороны нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество, отметил в начале встречи с членами делегации Минэкономразвития России премьер-министр республики Владимир Делба. Сразу, наверное, хочу обозначить, что действующая программа показала себя и показывает себя достаточно эффективно. Мы видим положительные результаты, которых нельзя не отметить. Вот. Мы видим и рост валового внутреннего продукта, и, естественно, увеличение доходов бюджета, рост средней заработной платы по экономике, ну и многие другие ключевые показатели, которые из года в год растут. Уполномоченным органам Абхазии и России предстоит проработать 9 программ. На их основе будут созданы отраслевые, а затем и государственная программа социально-экономического развития. Хотелось бы сразу отметить, что карты, как и отраслевые программы, так и сама государственная программа должна быть жизнеспособна, как и действующая, работать предметно, достигать как можно быстрее и эффективно заданные цели. Невыполнимых задач, разумеется, мы перед собой ставить не будем и будем вместе добиваться результатов. Социальная сфера, туризм, цифровизация государственного управления в сфере недвижимости и налогообложения, медицина, образование, энергетика – это основные направления, которые станут предметом отраслевых дорожных карт в рамках работы межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Знаковым является то, что наши объекты, которые мы с вами начинали делать в рамках инвестпрограммы либо в рамках льготного кредитования, на сегодняшний день уже становятся мощными точками роста экономики. Это и в сфере логистики и транспорта, это и промышленность, это и сельское хозяйство и пищевое производство. Я надеюсь, что в новом цикле у нас к этим объектам добавится еще ряд знаковых объектов, которые тоже станут точками притяжения, роста компетенций, формирования новых рабочих мест, высокооплачиваемых, технологичных, современных, которые позволят молодежи Абхазии находить себя, получать образование, находить себя у себя дома в республике. Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач также отметил, что с 16 июня в Минэкономике Абхазии начинается прием заявок на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства. Важно сформировать основу занятости в республике, подчеркнули на встрече. Мы с коллегами из Министерства экономики республики создали, во всяком случае, предложили бизнесу интересный, очень выгодный, льготный механизм поддержки, условия, при которых там из 2-миллионного проекта 1 800 000 можно получить грантом из бюджета республики плюс бюджетная поддержка Российской Федерации. Я считаю, что это условия уникальные. Вот и наша с вами задача действительно отобрать, скажем так, все, кто желает, все, чьи проекты проходят по критериям, чтобы они получили эту поддержку в этом году. А если вы посмотрите проекты наших вот этих дорожных карт, вот у нас есть карта там, по социально-экономическому развитию, там мы планируем наращивать объем этой поддержки, то есть чтобы количество предпринимателей, количество проектов, получающих эту льготную поддержку, было больше. Один из самых главных вопросов – энергетика. Реформа энергетического сектора остается одной из наиболее сложных задач. Поэтому мы там тоже делаем упор на установку приборов учета, на развитие экономически обоснованных условий и реализации электроэнергии, и собираемости платежей за электроэнергию. А главное, что это с одной стороны, а главное, с другой стороны, задача, чтобы уйти от веерных отключений, чтобы действительно минимизировать вот эти вот негативные последствия энергодефицита, и особенно, чтобы социально незащищенные слои населения и социальные объекты, но они и не знали бы, что такое веерное отключение. А уже там постепенно мы будем и по остальным категориям энергопользователей, наверное, уходить постепенно, но уверенно уходить от этой истории и сделать так, чтобы и инфраструктура республики, и объемы энергогенерации, которые так или иначе поставляют сюда, были достаточны. Вот мы с президентом тоже затронули тему. На совещании обсудили и ряд других важных вопросов в рамках абхазо-российского сотрудничества. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.